Друзья, привет! Сегодня суббота, и сегодня в эту субботу произошли довольно интересно странные события со мной и с моими друзьями в Барановичах. Было утро. Жена мне говорит: Саш, картошка кончилась, нужно домой картошки. Так что давай, говорит, бросай сидеть за компьютером, сидеть в Фейсбуке, садись куда-то на велосипед или куда и едь на рынок, привези картошки. Ладно, говорю, любимая, так и будет. Собрался, взял рюкзак, в рюкзак положил пустой пакет и поехал я на Барановицкий центральный базар. Приехав туда, я, как полагается, пристегнул своего коня велосипед, ну и пошел к тому месту, где торгуют картофелем. По дороге, правда, встретил нашего барановицкого активиста Егора Рыка, всем известного человека в полосатой форме. Я говорю: привет, как дела? Нормально. И сразу появляется наша барановицкая милиция. Говорю: стойте, вы нарушаете. Мы говорим: что? Вы, говорит, тут плакатами торгуете. Какими? Да, нам, говорит, люди сказали. Говорим: какие? Я говорю: Рыгор, давай быстрее свой телефон, я буду снимать, быстро на него что не буду делать. А Рыгор нам дает телефон, я пока его открываю, сразу идут возмущения со стороны майора милиции, забыл его фамилию, не забыл, он очень быстро сказал реально и потом отказался повторять ее. Ну ладно, не обостряя ситуацию, я закрываю, включаю диктофон и начинаю с ним разговаривать. Он предлагает мне предъявить свой рюкзак, что находится внутри, содержимое и так и далее. Что и произошло, вот сейчас мы послушаем. Откройте рюкзак, пожалуйста. В рюкзаке, пожалуйста. Или снимай сейчас. Рюкзак, вот. Откройте рюкзак. Пожалуйста. Все, снимать можно, да? Пакет, да? Да. Что вы там носите? Покажите ваш рюкзак. На каком основании? На основании том, что у вас в общественном месте находится рюкзак, в котором, возможно, какие-либо взрывные устройства, запрещенные предметы и так далее. Тем более, вот гражданин показывал, что у вас в сумке находятся плакаты, которые вы распространяли в общественном месте. Когда? Откуда я знаю? То есть у меня подозрение в том, что вы, возможно, место назад это делали. Вы запретили снимать вас на основании того, что вам просто не нравится. Я ж никого не снимал. Ну нет, вы запретили вас снимать на основании, что вам просто не нравится снимать вас. В том деле. В том деле. Не, вы говорите, Ну, с рюкзаком в соответствии человек с законом стоит. Конституции Ну, Республики что, Беларусь я имею право вести видеосъемку сотрудников милиции. Я прав или нет? Извините, это телефон у меня в руках, вы не обращайте на него внимания. Товарищем капитаном или с кем? На каком основании? Скажите, пожалуйста, рюкзак, выполните наши законные требования. Сейчас требует... Снимать можно сейчас меня? Ну, конечно, откройте рюкзак. Ваш вопрос. У вас вызовите, пожалуйста, старицу. Как вас звучат? Показывай рюкзак, как говорит наша милиция. Короче, что, милиция хочет без каких-либо нарушений, знает, что не проверял документы, показал товарищ майор свои, я не записал. Вот, если можно еще раз покажите, что будет засунуть. Я не понял. Сколько раз вы покажете? Одного раза достаточно? Ну вам же не тяжко, правильно? Сейчас, товарищ майор... То есть товарищ майор отказывается предоставить свое удостоверение служебное, мотивируя тем, что одного раза хватит, который он показал быстро вскользь, и никто этого не заметил. Товарищ капитан снимает все на камеру, товарищ майор хочет проверить меня рюкзак. Саша проверил. Кража была совершена, лучше раскрыли бы хлопцы, а не чепляться уже до людей. Нарушается Конституция Республики Беларусь. Раскройте просто рюкзак. Раскройте. Цепляется правда, без дай рации до людей. Зубную пасту с собой брал и Большой шутку, отсек, потому что большой я отсек. знаю, что Большой наши новый. работники могут задержать. Ни за что.
Короче, взрыва опасная туалетная бумага. Маленькие, маленькие знаки. Что знаете? В сумке находится свитер, это на случай меня задержания содержимое и носки. рюкзака. Обращение к работникам милиции, чтобы они не нарушали законодательство. Пожалуйста. Понятно, хорошо. Покажите. Я показываю. Возьмите, пожалуйста. Сейчас у Да, слушай. Регора Грека проверяют содержимое рюкзака, ищут что-то, мотивируя в том, что тут что-то планируется, какие-то теракты или у кого-то что-то украли. Нет, так вы подошли же сразу, подошли к квартире. Какой вы пойдем? Меня снимали, да, генерал? Понятно, так они уже сделали как Да ничего мы не сделали. фотографию, и уже все сделали. Ну, ремонтера, который Что снимает. показал? Знаешь, майор, бомбы нету. Бомбы нету. Я не знаю. Поглядите. Покажи. Ну, вот у него плакат, наверное. Потом вернули. Наверное, Не. Ну, может быть такая ординарная-неординарная ситуация. Обыск, досмотр, вернее, без представления, без узнавания, кого они досматривают, фамилии, имя, отчество. Вроде бы как, а мы вас знаем, мы вас просто досмотрим. Ничего не нашли, вернее, нашли пакет. Слава богу, этот пакетик был для картошки. Ведь они просто могут найти пакет и сказать, это ваш пакет. Эти пакеты, они действительно маленькие. И потом попробуй докажи, что ты это не делал, что ты не наркоман, что ты не... Очень трудно. Закон попирается наши права. Правозащитники вот комментируют это все. Смотрим. Сотрудники милиции повели себя не тактично, когда запретили снимать их при исполнении их служебной обязанности. Существует статья 5 закона об органах внутренних дел, в которой указано, что все действия сотрудников милиции гласны. Считаем в этой части действия сотрудников милиции незаконны. Кроме того, сотрудники органов внутренних дел приходили сегодня за Рыком, который пытался в очередной раз подать очередной плакат, однако они не разрешили ему это делать, физически не разрешили, так как подозревает, что у него якобы в рюкзаке находятся взрывчатые вещества и другие вещи, которые запрещены к обороту. Пакет, да. Да, 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 Пакет, да. да.